Каждая бутылка тщательно упакована. Образцы идентифицируются только по порядковым номерам. Перед членами жюри помимо бокалов специальные дегустационные листы. Оценок «вкусно» или «невкусно» для описания вина недостаточно. Дегустация – сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Дегустатор должен оценить внешний вид, аромат, вкус и общее впечатление вина. А для этого необходимо максимально задействовать зрение, обоняние, вкусовые рецепторы и, конечно же, опыт. Сегодня на суд экспертов представлены 13 образцов вин. Мы были удивлены, что есть пробы вина, которые достойны пройти конкурсную дегустацию. Из них мы отобрали 38 образцов, которые вот сейчас будут представлены. Вчера было представлено, мы проанализировали 11 образцов. Это вина, которые были выработаны из винограда сорта Изабелла. А сегодня мы на дегустацию предоставим 6 образцов белых вин. Это столовые вина. Сейчас по новой классификации это уже ординарные вина. И 7 образцов красных сортовых вин. Дегустации предшествовал долгий процесс. Конкурс был заявлен в конце февраля. Тогда же стартовал прием заявок на участие. Параллельно проводился отбор вин. Следующим этапом стал лабораторный анализ образцов по физико-химическим показателям. В первую очередь, когда образцы мы отбираем, мы, во-первых, смотрим на санитарное состояние помещения. Это самое основное, что должно быть у каждого винодела. Чистота – это залог здоровья не только для организма человека, но и для вина. Прежде чем проба поступила к нам в лабораторию, мы осуществляем экспресс-дегустацию. То есть мы отбраковываем вина на явные такие пороки. Это в аромате, в цвете, который отображается, и, естественно, во вкусе. Был образец, он по органолептике у нас прошел, а по физхимии он не прошел. Бывает и такое. Образцы, получившие наивысшее количество баллов, будут определены как лучшие. Обладатель гран-при получит 1 миллион рублей. Также будут объявлены по 3 призовых места в номинациях «Лучшее абхазское белое» и «Красное вино» 2022 года. Я, например, благодарен руководству этого завода Николаю Владимировичу Ачба, Валерию Борисовичу, всему коллективу, которые взяли на себя такую ношу. Это подстегнет, во-первых, тем, которые сегодня занимаются производством. Это пойдет на пользу не только им лично, это пойдет на пользу и всей республике. Конкурс носит имя Николая Ачба, известного винодела, основоположника промышленного виноделия Абхазии. Главные цели конкурса – поддержка местных производителей, повышение качества продукции и развитие винодельческого потенциала республики. Финальный этап и награждение победителей состоится 29 апреля. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.